Гибель трехлетней девочки шокировала абхазское общество. Правоохранительные органы проводят проверку, выясняют причины и обстоятельства произошедшего. На какой стадии расследования и какие меры необходимо предпринять для предотвращения подобных трагедий? Об этом поговорим с Аминой Базба, старшим помощником генпрокурора по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи. Амина, здравствуйте. Здравствуйте, Нала. Амина Родиковна, как идет расследование, на каком сейчас этапе? Расследование на сегодняшний день проводится судебно-медицинская экспертиза, которая будет устанавливать причину смерти, то есть более детальную причину смерти несовершеннолетней Алахиной Габриэлы Бесланы 2022 года. Проводится ряд иных следственных мероприятий, которые нужны для установления более детального исследования данного случая, чтобы установить более подробные факты, которые могут нам послужить для принятия, для дачи дальнейшей уголовно-правовой оценки. На сегодняшний день допрашиваются все лица, которые устанавливаются в ходе проведения проверки, а также проводится ряд иных действий, которые на сегодняшний день необходимы для того, чтобы, как я уже сказала, дать точную оценку действиям лица, которое совершило данное правонарушение, и, естественно, принять все необходимые меры по наказанию данного лица и, естественно, дача уголовно-правовой оценки по результатам рассмотрения данного дела. Если можно об этом говорить, если правоохранители могут такой информацией делиться, были ли совершены сексуального характера насилия в отношении этой маленькой девочки? Нет, действия сексуального насилия в отношении малолетней Лахиной не отсутствовали. Но, как оказалось, у этой девочки биологические родители, живы-здоровы, и появилась мать этой девочки. И вот правоохранители с этим тоже работают, насколько Да, нам конечно, известно. все устанавливалось местонахождение, место жительства биологической матери данного ребенка. На сегодняшний день место жительства ее установлено, она находится на территории Российской Федерации. Естественно, проводятся все необходимые действия для того, чтобы Установить обстоятельства, да, то, как установить, она то есть оказалась в семье полные родной. обстоятельства, чтобы открыть картину и понять, как все-таки ребенок, у которого есть биологическая мать, которая ее родила, оставила ее без присмотра на родную свою сестру, что конкретно этому послужило, и, естественно, для дачи в данном направлении тоже правовой своей оценки. Амина Родиковна, круг подозреваемых, можем ли мы об этом сейчас говорить? Он сужается или Я думаю, какие этот лица вопрос рассматриваются? Пока не стоит не поднимать. стоит, да, пока Хорошо, поднимать. мешать следствию мы точно не хотим. Все это будет по результатам проведения проверки опубликовано, будет дана еще полная, более детальная, подробная информация, поэтому я думаю, что данный вопрос мы немножко сегодня... Преждевременно. Да, преждевременно. Хорошо, но уже есть информация о том, что бабушка и родная мама, они хотят забрать тело ребенка, и она будет похоронена в Ростове, в Ростовской вот области. Такая информация поступила сегодня от администрации Гулиевского района. Делается все необходимое для того, чтобы ребенок был отправлен, да, туда, где находится ее мать, бабушка, Близкие родственники. близкие родственники, да, потому что на сегодняшний день на территории Республики Абхазия, к сожалению, нет близкого родственника, который мог бы ее достойно провести. А вообще эта семья в поле зрения правоохранителей когда-нибудь в ваше поле зрения попадала? Вы знаете, в органы прокуратуры данная семья не попадала. Мы истребовали информацию, потому что ежемесячно мы ведем контроль, мы выявляем лиц, которые являются семьи неблагополучными. То есть у нас есть подразделение по делам несовершеннолетних, который ведет учет как несовершеннолетних лиц, которые состоят у нас на учете, так, естественно, и родители, которые не выполняют в полной мере свои родительские обязанности. Однако данная семья в поле зрения правоохранительных органов не поступала.
был единичный случай обращения по факту данной семьи, обращались лица о том, что между супругами происходит какая-то бытовая ссора, однако заявление по данному факту после того, как выехали сотрудники, дальнейшего заявления для того, чтобы разобраться в ситуации, не поступало. То есть вот впервые, вот сейчас Да, это вот скрывается такая история, такая история вскрывается. скрывается, да. То есть нету вот такого, чтобы поступала систематически поступала информация о том, что вот есть семьи, которыми необходимо заняться. То есть если бы поступала такая информация, естественно, ни прокуратура, ни органы милиции, то есть подразделения по делам несовершеннолетних, не оставила бы данные происшествия, да, без какого-либо внимания. Обязательно были бы приняты соответствующие процессуальные мероприятия, были бы проведены, дана какая-то правовая оценка. То есть без внимания данный вопрос бы не оставался. А сама девочка, она является гражданкой Абхазии? Нет, данные граждане, также девочка, не являются гражданами Республики Абхазия. А с точки зрения развития вот этого дела, как-то будут коллеги с российской стороны подключаться или пока нет такой информации? Пока нет такой информации. Хорошо. Есть ли еще какие-то детали, которыми вы могли бы сейчас поделиться Я по думаю, ходу что по расследования? данному расследованию более конкретных деталей пока мы вам не можем сказать. Хорошо. А в целом вообще таких подобных сигналов часто ли к вам поступают? Вы знаете, мы часто ведем статистику вообще неблагополучных семей, детей, которые остаются без попечительства родителей. И конкретно таких случаев, где дети подвергаются насилию или граждане, которые мало защищены в социальной жизни, да, то есть конкретно таких обращений, то есть насильственного характера, в органы прокуратуры не поступали. Даже если бы они поступали, естественно, мы бы своевременно принимали бы меры реагирования, мы бы пытались устранить, да, вот, нарушения в части их прав. То есть мы, в свою Сигналы очередь, бы если не были бы оставили бы без сигналы, да, внимания. то есть без внимания мы их не оставляли бы. Но как быть с данными, которые озвучивает служба соцзащиты и другие общественные организации? Вот к ним тоже поступают сигналы. Вы знаете, да, я вот тоже как-то вот в интернет-ресурсах иногда мы видим данную И у статистику, да, нас которую они... на сайте, Да, на и у вас ресурсах есть такая на сайте, информация. да, мы вот видели эту информацию. Однако ни в органы прокуратуры, ни в милицию, то есть подразделения по делам несовершеннолетних, либо участковым полномочным, вот такого рода обращения не поступались. А если брать статистику по органам внутренних дел, вот мы собирали информацию по республике, а таких обращений было только 2. В части касаемо домашнего насилия, это вот, если говорить в рамках уголовного законодательства, это в соответствии со статьей 110, то есть по побоям, вопросы связанные с побоями. Однако данное расследование не проводилось, потому что лицо, которое подавало заявление, в связи с примирением сторон приходило с дополнительным обращением, заявлением о том, чтобы мы могли, да, органы милиции прекратили производство по ранее поданному заявлению. То есть такого рода обращения, они вот единичны. И я считаю, что если такого рода обращения у нас часто, если они обращаются в ассоциации, в иные организации, не касаемо, да, если это не органы прокуратуры и не милиции, то мы все-таки хотели бы, чтобы и нас ставили в известность, чтобы мы получали информацию, чтобы мы могли вместе, скоординировав всю вот работу, могли реагировать и предотвращать подобного рода случаи. Но каким образом вот эта коммуникация, она может быть нарушена? У меня перед глазами сейчас статистика от службы соцподдержки детей и семей при Министерстве соцобеспечения. С мая 2017 года по июнь 2025 года службой зафиксировано 373 случая насилия в сфере семейно-бытовых отношений. При этом в службе говорят, что не отражает это полную картину, возможно, даже больше таких ситуаций. Ну, вы понимаете, да, бывают какие-то единичные обращения, да, вот службы социальной поддержки семей и детей, когда они обращаются за помощью к участковым полномочным, подразделениям по делам несовершеннолетних, органов внутренних дел, тогда, да, тогда мы реагируем.
Но тех цифр, которые вы называете, и то, что они оглашают на сегодняшний день, документально, к сожалению, к нам эта информация не поступает. И, то есть у нас нет сигналов от социальной службы поддержки семей и детей, чтобы мы могли реагировать на данные факты. Да, у них есть сигналы, но я считаю, что если поступил сигнал и есть необходимость, конечно, мы не подменяем функции иных государственных органов, каждый выполняет возложенные на него обязанности. Однако, если необходима в данном случае наша помощь и необходимо вмешательство сотрудников прокуратуры, естественно, мы готовы незамедлительно как бы разобраться в любом вопросе и помочь в том или ином деле, которые, да, как вопросы которые будут вставать, да, по тем или иным делам, которые будут передаваться нам со службы социальной поддержки семей и детей. Но, к сожалению, на сегодняшний день таких дел, ну, их нету. Единичные случаи, как вы сказали. Единичный случай, да, и то это, если вот им нужна помощь представителей милиции, да, они обращаются. Ну, смотрите, какая история. Вы привели примеры, когда, да, действительно есть факты насилия, но потом примирение Да, сторон да. происходит. Но должны ли правоохранительные органы реагировать все равно? Потому что, возможно, это под давлением. Человека принуждают к примирению, или, может быть, Да. эта история повторится. Надо все-таки разбираться в этой ситуации. Конечно, Какие сигналы? даже после того, как гражданин обращается с повторным заявлением о том, чтобы мы прекратили производство по поданному им обращению, все равно проводится ряд процессуальных действий, чтобы установить чтобы установить факт, было такому или не было. То есть все равно дается конечный результат, человеку дается письменный ответ. Даже если мы прекращаем производство, не установив всех фактов, естественно, мы как бы пытаемся не закрывать, не отпускать эту ситуацию. Но учитывая трагедию, которая сейчас произошла, будут ли как-то правоохранительные органы пересматривать, может быть, коммуникация с тем же Министерством социального обеспечения или какой-то мониторинг дополнительный по районам в столице надо провести? Как вы считаете? Вы знаете, вообще со стороны прокуратуры и со стороны милиции, да, вот постоянно ведется такая слаженная работа, и мы пытаемся как-то координировать работу так, чтобы предотвращать такого рода случаи. В настоящее время, учитывая факт гибели малолетнего ребенка, генеральным прокурором Республики Абхазия Агар-Бадгуром Нукзаровичем даны всем прокурорам на местах, прокурорам городов, в районах усилить надзор за подобного рода правонарушениями, выявлять и незамедлительно пресекать противоправные действия, которые совершаются в отношении несовершеннолетних лиц, а также в отношении малозащищенных граждан. А сейчас в социальных сетях это все бурно обсуждается, люди шокированы, естественно, и говорят о наказании, какое наказание грозит виновнику. Люди даже к самосуду в некоторых чатах призывают, но хочется, чтобы правоохранители это дело довели до конца. И что вообще грозит виновнику такого страшного преступления? Вы знаете, данное дело непосредственно находится на контроле Генерального прокурора Республики Абхазия. Я уверена, что будут предприняты все крайне жесткие меры для наказания данного лица. То есть все будет делаться в рамках уголовно-процессуального производства. Я понимаю, все от статьи за тяжести, определения все зависит от тяжести. тяжести, от статьи. То есть все это уже установлено. Естественно, ведется расследование. И, конечно же, по результатам судебными органами будет дана необходимая правовая оценка данному лицу. А что касается расследования, вы сказали, что он под особым контролем генерального прокурора, Да. но как быстро будет это продвигаться? Потому что, учитывая резонанс, учитывая, что это ребенок, что это страшное преступление, даже сложно сейчас об этом говорить. Я надеюсь, что все силы и уверена, что брошены на то, На чтобы сегодняшний быстро... день именно так все происходит. Все необходимое, все, что необходимо сделать в кратчайшие сроки для установления всех фактов, деталей произошедшего, все в нужном порядке сегодня производится органами прокуратуры.
Но достаточно ли сотрудникам прокуратуры, вообще правоохранителям, законных механизмов для защиты прав, особенно детей? Сейчас много говорят о том, что, может быть, какие-то нужны механизмы вот такого рода, чтобы и мониторинг проводить, и больше было возможностей для защиты. Возможно, какие-то дела могут рассыпаться при расследовании. Вот как бы И вы это... есть, конечно, вот, знаете, дела, бывает, когда поступает обращение по результатам в части нарушения прав несовершеннолетних. То есть это различные категории обращений, но они не связаны с именно побоями, там немножко более жесткие статьи, да, и мы, в свою очередь, пытаемся сделать все, чтобы лицо, которое совершает противоправные действия в отношении несовершеннолетнего, несло заслуженное наказание. Я считаю, что на сегодняшний день в действующем законодательстве есть базовые нормы, под которые попадают противоправные действия лиц, совершающих насильственные действия в отношении несовершеннолетних или иных лиц. Но все-таки я считаю, что органы власти, да, мы должны работать сообща, чтобы не было такого, чтобы мы сегодня могли упустить какую-то информацию и не смогли предотвратить страшные ситуации. Поэтому все-таки я думаю, что мы должны работать все сообща. Это должны быть и органы власти, и граждане нашей республики, и не только. То есть, когда такого рода вопиющие события происходят, я считаю, что мы не должны молчать. Есть различные способы обращения. Даже если человек, он сам лично не может обратиться, да, то есть по каким-то обстоятельствам, да, мы все живем в Абхазии, В конечно, маленьком обществе это понимаем, да, сложно. маленькое общество, когда у нас мы все друг друга знаем. Но есть такие формы обращения, когда человек может дать сигнал, и сегодня он может предотвратить то или иное происшествие, которое может произойти. Поэтому если мы будем все вместе, все органы власти, организации, если мы будем сообща иметь информацию о каких-либо неправомерных действиях, будь это несовершеннолетние или иные граждане, да, которые мало защищены в нашем обществе, я думаю, что работа, конечно, все-таки немножко сдвинется, и мы сможем вот такого рода происшествия предотвращать, если мы будем своевременно реагировать на это. Вот вы интересный момент озвучили о том, что все-таки можно и анонимно это сделать, да, если Да, человек не конечно. хочет, я понимаю, в маленьком обществе Да. звонить и говорить, что у моего соседа это сложно. И куда звонить вот людям, которые вдруг стали очевидцами или сами Они столкнулись, могут и обратиться. анонимно как это сделать? Они могут обратиться в органы милиции с анонимным обращением. Могут обратиться в прокуратуру, на сайт Генеральной прокуратуры. И есть возможность обратиться в анонимном обращении. То есть любой сигнал, даже если он будет подан анонимно, мы не имеем права его не рассмотреть. Если мы видим, что в данном обращении есть факты, которые нарушают права несовершеннолетних граждан, естественно, мы будем делать все, чтобы установить эти факты, установить правдивость указанных сведений в данном обращении. Естественно, принимать все необходимые меры данного происшествия или обращения, которое будет поступать в органы милиции или прокуратуры. С уполномоченным по правам человека мы здесь в студии эту ситуацию обсуждали, как предотвратить вот такие трагедии, и говорили в том числе о том, как через детей, да, если ребенок должен ходить в школу, если он не ходит в школу, это уже сигнал для Да. органов социальных служб и так далее, посмотреть, что там в семье происходит. Тут речь идет о ребенке, который еще не вырос до школьного возраста, она в детский сад, как выяснилось, не ходила тоже, но, может быть, и в детских садах какой-то мониторинг проводить, что ли. Хотя ребенок не обязан ходить, но если не ходит, то, может быть, стоит присмотреться к этой семье. Не знаю, какие-то вот Да. такие, возможно, механизмы для защиты маленьких детей. Смотрите, в школах у нас эта система намного лучше налажена. То есть в случае, если ребенок пропускает определенное количество часов учебных, естественно, директор
либо заведующие, они непосредственно обращаются в органы милиции, подразделения по делам несовершеннолетних. Они своевременно реагируют, проводят ряд мероприятий, установить, то есть по какой причине сегодня несовершеннолетний там, да, длительное время отсутствует, проводят профилактические мероприятия. Данная норма в этом случае, она у нас налажена, она как бы, это вот работа, она ведется и со стороны прокуратуры, и со стороны милиции, то есть мы осуществляем, в свою очередь, надзор за деятельностью подразделений по делам несовершеннолетних, проверяем своевременность, да, поступления информации. А также у нас и родители неблагополучных семей состоят на учете, ну, как я ранее говорила, которые не осуществляют свои полномочия. То, что касается детских садов, такая ситуация, такого рода происшествия, вот, да, когда там длительное время ребенок не приходит в детский сад, или какие-то другие, да, вот обстоятельства, которые способствуют. В данном случае мы вот, да, ходим на проверки, проверяем и дошкольное образовательное учреждение, и среднее общеобразовательное учреждение. И всегда смотрим информацию, да, вот, вот определенное количество детей, да, в группах. То есть почему отсутствуют, а есть ли документально подтвержденные факты, да, то есть почему сегодня ребенок не поступил в детский сад. И я думаю, что все-таки с маленькими детьми, конечно, этот вопрос тоже нужно будет немножко, да, разработать, чтобы не только в школах велась вот такая вот тенденция, да, мониторинг такой, но и в детских садах тоже вот внедрять такого рода мероприятия. Ну и про психологов. Даже если ребенок ходит в школу, все-таки психологи должны чувствовать ситуацию, должны следить за тем, как себя ведут дети. Возможно, такие первые звоночки, сигналы, конечно, у нас поступать. и в дошкольно-образовательных учреждениях есть специалисты, и в средне общеобразовательных школах есть специалисты. То есть я думаю, что если и руководство школы, и сами специалисты будут вести постоянный мониторинг внутри, пусть это будет там дошкольное образовательное учреждение, либо школа, то есть если каждый по своему направлению будет вести нужную работу, я думаю, что такие случаи мы сможем предотвратить, если мы вот своевременно будем реагировать на все. И немножко вернуться к вот этой трагедии, которая произошла, и к деталям, которые можно уже сегодня обсуждать. Про психиатрическую экспертизу, которая будет, я думаю, проводиться. Конечно. На это время нужно. Да. В первую очередь это касается тети и, может быть, других лиц подозреваемых. А что касается на наркотическое вот опьянение, она в состоянии каком была, проводились ли такие виды экспертизы, или можно этими результатами сейчас делиться? Да, проводилась экспертиза в отношении гражданки. Опекуна, тети, да, она является опекуном. Да, законным. она документально она не является опекуном данного ребенка. Поэтому данный факт у нас тоже устанавливается. То есть я Какие вот права вначале, были да, у неё? тоже говорила о том, установить, на каком основании ребенок находился у, так скажем, постороннего человека. Да? И на сегодняшний день была проведена экспертиза, было выявлено вещество в организме данной гражданки, но более детальные подробности, естественно, я думаю, что мы немножко опустим. Хорошо. А что касается других детей, у этой женщины еще 4 детей, Да, у нее своих 4 родных. детей. Какая Да. помощь этим детям оказывается? Детям будет оказана помощь как психологическая, так, естественно, будут привлекаться и уже привлечены представители органа опеки для решения дальнейшего вопроса, как мы будем поступать с детьми, будут ли, есть ли у них законные представители, да, то есть временные опекуны, которых мы сможем на законных основаниях передать ребенка. То есть все эти вопросы будут решаться по мере проведения проверки. А психологическое состояние детей, можем ли мы сейчас об этом говорить? Им помощь вот именно, потому что они тоже Конечно, они в этой тоже ситуации оказались и в какой-то видели степени... эту ситуацию, они находились в одном доме, да, то есть
На сегодняшний день проводится психологическая помощь данным детям, делается все необходимое для того, чтобы как-то вот помочь этим детям, чтобы каких-либо последствий в дальнейшем уже у них как бы и не было. Амина Родиковна, большое спасибо за информацию. Будем, конечно же, следить за тем, как вообще будет это разбирательство проходить. Хочется надеяться, что удастся и законодательно, и другие механизмы задействовать, чтобы не было таких историй, чтобы предотвратить, Да. и профилактика была налажена. Спасибо, что были с нами в студии. Благодарю. А нашим слушателям напомню, у нас в гостях была Амина Базба, старший помощник генпрокурора по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи. Мы говорили о гибели 3-летней девочки, новость, которая шокировала абхазское общество.